Мы продолжаем следить за так называемым ингушским делом. Более 2 лет в СИЗО сидят не очень молодые, не очень здоровые люди, и которые известны всей Ингушетии. То есть люди уважаемые во всей маленькой республике Ингушетия. За что они сидят? Они сидят, что якобы они организовали беспорядки, которые были вот больше 2 лет назад, когда возник вопрос о том, что тайно был подписан договор о границе между Ингушетией и Чечней, когда были отданы исторические земли Ингушетии Чечне. Вопрос сложный, наверняка. И я должен сказать, что я вот изучал это дело и понимаю, что, конечно, подписывать тайно такого рода договор нельзя. Да, нельзя. Да. Но, с другой стороны, вот наблюдая за тем, что там происходит, я хочу сказать, что я скорее сейчас буду говорить, не вставая на сторону ингушей, хотя я уже встал раньше, неоднократно высказывался. Я буду говорить о том, как Россия сейчас разваливается на наших глазах на фоне бесконечных разговоров о единстве, сплотимся там, значит, те, которые идут из Кремля, идут от Путина. И в чем проблема? Вот республика маленькая, люди запуганы, люди боятся, не выходят на улицу, но не все сочувствуют этим людям, которые сидят в СИЗО. Реально сочувствуют. Да невозможно не сочувствовать. Я сейчас являюсь защитником в этом деле и приезжал туда. Процесс идет давно уже, идет медленно очень. Я приезжал, когда выступали свидетели обвинения. Кто выступал? Я 2 раза туда ездил. Выступали члены Национальной гвардии, которые разгоняли акцию. И вот когда Нацгвардия разгоняла, были реальные столкновения с молодыми людьми. Реальные причем, подчеркиваю. Это очень редко бывает в стране. Но эти все молодые люди уже отсидели по 2 года. 1,5-2 года уже все вышли. То есть люди, которые дрались, реально дрались, и были наказаны в соответствии с законом, молодежь, они уже отсидели. А люди, которые не дрались, известные всей республике, сидят и теряют свое здоровье. Теряют свое здоровье в этом самом Ставропольском крае. И если подумать немножко хотя бы, если бы в администрации президента, внутренней политикой занимались другие люди, а занимаются в основном чекисты. Хотя я вообще должен назвать, что внутренней политикой занимается Кириенко, так, человек из науки вроде как бы. И, наверное, он должен подумать вообще, что там происходит, и прекратить этот нелепый процесс. Чтобы Ингушетия заведомо была другом России, чтобы она хотела быть в этой стране, чтобы она видела, что трудные вопросы, которые возникают между регионами и центром, разрешаются по уму. Так Кириенко не заметил, вот этого все ума не заметил, умного подхода. А почему? Потому что не Кириенко занимается внутренней политикой, а занимается Патрушев, занимается ФСБ. И он диктует Кириенко, что и как надо делать. Я совершенно в этом не сомневаюсь. А силовики не умеют разрешать сложный конфликт. Не умеют. Они могут применять только силу. И отчитываться президенту о том, что у них все нормально. Они подавили очередной протест, они кого-то напугали, кого-то посадили. Теперь почему я так думаю, что надо разобраться по уму? Потому что я вот ездил на процессы, когда там выступали нацгвардейцы, и даже нацгвардейцы говорили, что вот те люди, которые сидят здесь за решеткой, да, вот которых мы судим, их спрашивали, вот эти люди что делали? Они призывали там, допустим, к насилию? Нет, они не призывали, нацгвардейцы говорят. Вы имеете к ним претензии? Нацгвардейцев спрашивают. Мы никаких претензий к ним не имеем, нацгвардейцы говорили. То есть это были свидетели обвинения. Ни одного плохого слова я на этих в 2 поездках, когда я наблюдал, как свидетели обвинения выступают, я не слышал о тех людях, которые сидят за решеткой, еще раз повторяю, больше 2,5 лет. Ни одного плохого от нацгвардейцев. Более того, они подтверждали, что некоторые, они не помнили, что они там говорили, тем более, что они говорили по-ингушски. Они выступали с трибуны. Вот.
но после выступления он говорит, ну, какой-то там вот старец там с бородой говорил что-то. Но они потом разошлись. Вот когда этот старец выступал, насилие не увеличилось, а наоборот они разошлись с этого митинга. Теперь выступают свидетели. Вот мы направили так корреспондента нашего. Я сейчас вам видео покажут, кадры покажут выступление значит, свидетелей защиты. Так у свидетелей защиты все, ну, очевидно, говорят, мы этих людей уважаем. Они не то, что мы пришли, вот они позвали на наш митинг. Да, кто-то из них был заявителем этого митинга. Вот мой как раз, я защищаю человека, который был заявителем митинга. Но они выполнили формальную вещь, заявили митинг. Но мы все хотели этого митинга, мы все ждали этого митинга, и мы пришли не по призыву этих лидеров. Они не были лидерами этого митинга. Мы пришли, потому что мы хотели прийти на митинг. Мы требовали проведения этого митинга. Ну что ж, конечно, плохо, что там были насилие какое-то. Но молодежь увлеклась, типа. Было дело, да, но они же уже отсидели. Поэтому, конечно, надо уметь разрешать сложные конфликты. Мы знаем, что когда в стране демократия, то сложные конфликты разрешаются. Включаются в переговоры, вступают и СМИ, и депутаты местные вступают, вот, в данном случае Ингушетии, и влиятельные духовные лидеры, они есть. И они, кстати, выступали и говорили, что мы, значит, не призывали к насилию, и мы считаем, что этот конфликт может разрешаться мирным способом путем переговоров с Чечней. Все говорят, что надо разрешать мирным способом. Все говорят, что не надо сажать людей, известных все республики, все маленькие, одной из самых крошечной республики. Но вы знаете, если в этой крошечной республике будут посадки, да уже отсидели, в этой крошечной республике уже отсидели люди, уже потеряли здоровье. Это уже позор для нашей страны. А все происходит потому, что Путину не доложили правильным образом. Потому что я не знаю, как Путину докладывали об этом процессе. Они, небось, докладывают, что вот эти люди, это страшные люди. Они призвали всем на митинг, они призывали избивать нас, гвардейцев. Я не видел этой записки, хотел бы посмотреть. Небольшой конфликт в маленькой крошечной республике не может быть разрешен сейчас вовремя и мирным способом. Я призываю разобраться в этом конфликте. Позвать правозащитников, а мы знаем, что там происходило, позвать мемориал, позвать другие правозащитные организации. Мы в свое время проводили совещания. Когда там вот это событие произошли 2 года назад примерно, мы приходили в Совет по правам человека, проводили совещание с Федотовым. И Федотов слышал и видел, что там было. Я думаю, что он в то время по нашему совещанию подготовил правильную записку, уверен. Но дошла ли эта правильная записка Федотова до президента, я не знаю. И какие потом поручения были приняты. Призываю власть, призываю Путина, посмотрите незашоренными глазами, не по докладу чекистов, и разберитесь в этом вопросе. Не надо способствовать развалу России. Мы знаем, что каждое общество, оно, особенно наше ингушское общество, оно очень любит справедливость, равноправие. И те действия, которые творились на тот момент в республике, это распространение коррупции и другие вещи, они накопили негативное отношение к представителям власти на тот момент. Точкой в этом вопросе стало заключение соглашения данного о утверждении границ. Недовольство людей было на пределе. Если бы действия вот этих подсудимых сегодня не были, в тот момент они не оказались на этом месте, неизвестно, как бы эта ситуация вообще развернулась. Их действия, наоборот, недовольство общества, недовольство людей, они направили в рамки законодательства. Каждое их действие было направлено именно с призывом, и действия были направлены, чтобы людей удержать в рамках законодательства. А общественное недовольство было очень большое за тот момент. На каждом мероприятии, на каждых встречах люди спрашивают, люди переживают за этих людей, потому что если вот сделать правовой анализ всего, что произошло, да, подписание этого соглашения,
фальсификация в парламенте, если она была там, да, я знаю, что следственные органы проверку проводят. Но с правовой точки зрения, вот те люди, которые все это сделали, вот эти люди должны были сегодня сидеть на скамье подсудимых, а не уважаемые люди, которым доверяет большинство ингушского общества. Я не знаю, какой, например, экстремист из работника Красного Креста, я не представляю, или из поэтов. Скажите, пожалуйста, вот, отношение общественности, которая проживает в Европе, что говорят? Какое мнение? Но мнение однозначное у большинства, скажем так, 95-99%, что эти люди ни в чем не виноваты. Это во-первых. Во-вторых, я знаю тысячи людей, которые сегодня готовы прийти сюда, сесть. И я один из этих тысяч людей. Вместо них мы готовы сесть, потому что мы абсолютно уверены в их безвинности. Я считаю, что этих людей здесь неправильно держат, потому что они, для меня лично, они не лидеры. Ни для одного ингуша они не лидеры. Они могут быть лидеры в Красном Кресте, могут быть лидеры в молодежной какой-то организации или в музее. Но для меня лично, когда дело касается моей родины, то мне не нужны лидеры, я сам себе лидер. Я помню, все, кто присутствует здесь, я вот их называю подсудимыми, я всех так помню. И помню, как они успокаивали молодежь и призывали к законности, к порядку. Я даже помню более ранний момент, допустим, я очень слабо знаком был с Малцевым Ужаховым, да? Но я помню момент, когда Малцев призывал к тому, чтобы если в том месте, где нас остановит власть, будем стоять и никуда больше не будем двигаться, то есть противодействовать власти не будем. Это отчетливые слова, помню меня, они надолго засели, насколько люди готовы отстаивать власть и закон. Даже поперек своим интересам. Вот так я там помню. Плохой момент был из того, что я слышал, чтобы все разошлись, короче, уходите домой. Короче, не надо им отвечать, просто уйдите с площади, вот из всего, что я говорил. В какой-то момент, когда я хотел уйти, там уже полностью было оцеплено, там вообще варианта не было выйти. А вот вы пытались? Когда первый раз призывали там разойтись, я лично пытался уйти, там вообще варианта не было уйти. А кто вас не выпускал? Вот сотрудники Росгвардии. То есть они вас не выпустили в Именно тот не момент, выпустили. когда вы хотели покинуть? Да. Митингующими кто-то руководил, говорил там заблокировать ту сторону, передвинуться туда-то, или каждый Просто вот когда вот эти росгвардейцы туда ворвались, просто тихо ворвались, они как начали, вообще просто там люди стояли, как я помню. Они просто начали дубинкой, они одному голову там рассекли. И вот погнали всех, там 2-3 человека, вот так вот по одному батарею, они просто там кучкой стояли. Не, я имею в виду, действия митингующих, когда они защищались, они были организованы? Не было ничего такого организованного, все хватит. Кто-нибудь руководил ими? Нет, Все. вообще ничего. Вопросов нет. Ахмед Барахоев, вот он, благодаря усилиям, мне кажется, вот этого человека, там во многом молодежь его послушалась. Он буквально, опять-таки, призывал молодежь, чтобы разошлись мирно, и чтобы никакого сопротивления не оказывали властям. Вот это я хорошо помню. Благодаря вот этому человеку люди успокоились, молодежь разошлась. Против нас, чтобы нас разогнать, была задействована такая огромная армия, БТРы, Уралы, хотели сделать газовую атаку нам. Хотя абсолютно ничего противозаконного не было, ни таких ни выкриков, ничего не было. На самом деле, там была бы кровь, если бы не они. Вы прям рядом стояли, да? Да, я рядом стоял. И вы видели, как бросали эти Я видел, как бросал, я видел, как он покатился и взорвались? и пламя, и взорвалось, и такое тепло мне отдало. Что произошло после этого?
после молодежь, вот Малсак и Ахмед, Гаусин Бакудин, среди молодежи был, все они кричали, ради Бога, не поддавайтесь провокации, будьте воздержаны, все утрясется, все будет нормально, не нарушайте закон, не приступайте закон. Все хотят, чтобы мы приступили этот закон. Пожалуйста, вот очень просили не делать вот это шаг. Но после того, как вот этот шум произошел, вот этот от гранат, молодежь сколхнулась, начали, там ор поднялся, этим словом. Потом были, значит, там это, вот старики говорили, не поддавайтесь провокациям, говорит, вот обращение было. Старейшина. Он занимался, Какое обещание было? Повтори. чтобы молодежь не поддавалась на провокации. Ко всем обращались. Призывали. Это призывал Барахоев, это призывал Максим Ужаков, это призывали чего, Барак, Тимурзин и другие. Там из Тархонда был где-то пределы человек, где, наверное, от 90, может, сколько там было, я точно не знаю, но там было. В основном там, как я понял, вот, что призыв к молодежи начнутся провокации, начинается провокация, после не подавать.